Январь этой зимой упорно бил температурные рекорды даже столетней давности. Проснулись растения, грибы, змеи, насекомые. Птицы распевали весенние песни. Но февраль резко изменил курс погоды. В Крым пришла зима с морозами и снегом. Для растений большую опасность представляют не морозы, а как раз резкие перепады температуры. Оттепель, внезапно сменяющаяся заморозками. Например, среднесуточная температура в течение 10 дней у нас была выше 15. И вот он длительно действовал на почку, на спящую. И она начала пробуждаться. А если мы увидели плюс 20 температуру 1 или 2 дня в зимний период, он никак не отразится ни на организме, ни на спячке, ни на чем. Нынешняя зима не баловала Крым снегом, а значит, некоторые растения недополучат необходимое количество влаги. Снега, выпавшего в феврале, по мнению агронома, недостаточно для растений. Слой снега я не знаю какой, потому что выпадал он неравномерно, были наметы. Сколько здесь миллиметров выпало, это у метеорологов надо спросить. Конечно, этого не хватает. Этого не хватает в нашей полосе. Я не знаю, там, что творится в Саках, в Бахчисарае. В Бахчисарае вообще, наверное, там осадков нету. Поэтому, конечно, те, которые сады на багаре, то есть не поливные, им любой капля, то, что падает оттуда с неба, они считают за подарок. Какие сюрпризы не преподносила бы нам природа, надежда на хороший урожай еще есть. Нужно лишь следовать некоторым простым советам. Чтобы оттянуть пробуждение, мы наносим бордоскую смесь. Все знают, что там присутствует известь. Известь будет покрывать, она белого цвета. Ваше растение будет светлое, оно будет отражать солнечный свет и не так будет нагреваться. Этот прием не оттянет у вас на неделю, на 10 дней от пробуждения. На 3-4 дня максимум, ну, может быть, это как-то и решит вопрос.